Тема круглого стола «Источники по истории Абхазии. Характеристика и оценка» выбрана не случайно, ведь история пишется по источникам. С приветственным словом к участникам мероприятия обратился руководитель администрации президента Абисалом Гварджия. Приятное событие, в нашем государстве, когда по инициативе самых молодых, по инициативе снизу, а не навязывания сверху, был создан Совет молодых ученых при президенте. Но я вам честно скажу, после первого заседания и президент, и все присутствующие были впечатлены уровнем знания наших ребят, глубиной мышления, образованностью. И это открытие, это потенциал, это научный потенциал. Без науки вообще ни в одном государстве нет развития. Если вы посмотрите, самые развитые государства, как раз таки в этих государствах именно благодаря научному потенциалу идет развитие. Все новые публикации, все, что делается новое в науке, все, если посмотреть, самые такие, передовые какие технологии возникают в тех государствах, где науке уделяется соответствующее внимание, и оно дает соответствующие результаты. Талантам нужна поддержка. И сегодня очень важно, что у молодых ученых есть поддержка со стороны руководства страны, отметил декан исторического факультета АГУ Алик Габелия. Я надеюсь, я думаю, что так и есть, наше руководство понимает важность исторической науки. Все наши беды, к сожалению, происходили из-за того, что историческая наука в советское время, знаете, грузинская историческая наука, абхазская историческая наука, противостояние историков. Из этого потом уже и противостояние перешло в горячую фазу, как говорят. И еще раз хочу поздравить молодых наших коллег, то, что у вас есть орган, который призван организовать, то есть орган Совет молодых ученых. И я думаю, что, не то что думаю, Абхазский государственный университет, исторический факультет всегда готов поддержать любую инициативу. Молодые ученые, историки, археологи, этнологи представили доклады о ритуально-мифологических источниках, предметах воинского быта, дореволюционных источниках по истории Абхазии XIX века, социально-экономическому развитию страны. Этнохореографические источники, мосты между прошлым и будущим. Так назывался доклад научного сотрудника отдела этнологии и обеги Асиды Гумба. На сегодняшний день мы сталкиваемся с вызовами, которые в первую очередь связаны с проблемами аутентичности в танцевальном искусстве. Важнейшей задачей является сохранение аутентичности танцевальных танцев в условиях их сценической интерпретации, адаптации для современного зрителя. Необходимо найти баланс между сохранением традиций и их развитием. Также одной из проблем является недостаточная доступность этнохореографических источников, необходимость их систематизации и создания единых баз. Совет молодых ученых был создан при президенте в марте этого года. В него входят 35 молодых ученых разных научных направлений. И стоит отметить, что за 3 месяца сделано немало. Нашим советом, получается, комитетом юридических наук, они проработали, и рядом представители руководства совета и комитета экономических наук, были проработаны проекты соглашений, межправительственных соглашений в области науки. Этот проект соглашений находится в Академии наук и в нашем Абхазском госуниверситете для того, чтобы ведущие организации сделали свои определенные замечания, чтобы они были далее учтены. Это первое. Далее у нас была инициатива на первом заседании, которую мы озвучили президенту, инициатива, просьба, предложение о том, чтобы учредить президентскую стипендию для наших аспирантов, которые обучаются в Абхазии, так и за ее пределы, для граждан Абхазии. Таким образом, в результате предварительных переговоров утверждено, будут стипендии, как я понимаю, уже с начала нового учебного года. Стипендию президента будут получать все аспиранты, которые обучаются в АГУ и в Академии наук. Также выделено 10 квот для граждан Абхазии, которые обучаются за рубежом. Лаура Капшира Мукамке, Джамбул Чхапеля, Абхазское телевидение.